В Республике Коми подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса сочинений без срока давности. Работы, посвященные Великой Отечественной войне, писали учащиеся с 5 по 11 классы, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. Главной целью конкурса являлось сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне. Главной задачей конкурса стало воспитание уважения к памяти о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны. Среди школьников победителей определяли по 3 возрастным группам. Все сосногорцы, победившие на муниципальном этапе, были отмечены и на региональном. В категории с 5 по 7 классы победу на уровне республики одержала учащаяся 3-й Сосногорской школы Софья Канева. Свое сочинение она посвятила прабабушке. Я общалась со своей прабабушкой, но она многого мне не рассказывала. Но от своей бабушки я узнала о том, как они жили, помогали в тылу. Сочинение Софьи Каневой, получившее высшую оценку на муниципальном и региональном уровнях, будет отправлено на федеральный этап конкурса. Конечно, труд положен огромный, потому что это, во-первых, отбор биографического материала проведен, составление художественного текста, потом эта работа оформляется на специальных бланках, то есть несколько этапов подготовки работы. В возрастной группе 10-11 классы лауреатом стала учащаяся 1-й Сосногорской школы Эвелина Коновалова. Она отмечена дипломом 3-й степени. Они воспитывают патриотические чувства к своей родине. Несомненно, в каждой семье были свои герои, и мы должны знать и чтить их память. В своем сочинении Эвелина написала об истории своей семьи и рассказала о героизме, проявленном в годы Великой Отечественной войны ее прадедушкой. Эвелина у нас очень творческая девушка, она рассудительный человек, она эрудированный человек. И надо сказать, что работа, которую написала, она и так глубоко, скажем, для нее значима, потому что история семьи, история рода Коноваловых, она, в общем-то, передается из поколения в поколение. Они все абсолютно дети этой семьи, внуки этой семьи знают о славном прошлом именно воинов, которые отдали свои жизни. Также в возрастной группе 8 и 9 классы лауреатом регионального этапа конкурса стал учащийся Воеводской школы Ярослав Урсков. Его работа была отмечена дипломом 3-й степени. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центральной библиотеке имени Якова Рочева прошло ежегодное посвящение первоклассников в читатели. Праздник провели для маленьких учеников 2-й школы. Их ждала встреча с персонажами любимых книг. У меня любимые книжки по «Щучьему велению». Читал «Золотая рыбка». Что еще у меня было? «Буратино». Ну и «У лукоморья дуб зеленый». А герои у тебя любимые есть? Да. «Буратино», «Красная шапочка». Кот ученый, ну просто недобрый, доброжелательный и хороший. Для ребят подготовили игры и загадки, рассказали, почему читать полезно и как нужно обращаться с изданиями. Посвящение в читатели прошло на неделе детской и юношеской книги. К этому событию приурочена выставка отечественных и зарубежных авторов XIX и XX века. В библиотеке проходит множество мероприятий для маленьких читателей. Упор-то как раз больше у нас на начальную школу. Это помимо экскурсий, это и обзор книг, это и различные конкурсы, и викторины, и эстафеты. Ну, в общем, вот сейчас прошли каникулы на прошлой неделе как раз. Были конкурсные игровые программы. В школе ученикам также прививают любовь к литературе. Многие из ребят уже умеют читать, помогают и подают пример одноклассникам. Читаем чистоговорки, скороговорки, сначала загадки, учим стихи маленькие и тем самым приучаем так вот тихонечко к чтению. Естественно, говорим о том, чтобы не только в классе читали, но и дома. Потому что, чтобы научиться читать, ребенок должен понемножку, по 10-15 минут читать ежедневно дома. В завершении мероприятия библиотекари пригласили первоклассников в храм книги в сопровождении родителей или с поручительством от них. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с юными инспекторами дорожного движения из 1-й школы. Водителям напомнили об основных правилах.
Данная акция проводится с целью напоминания водителям об использовании детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних, а также внимательности на дорогах, соблюдении правил дорожного движения, чтобы снизили скорость у пешеходных переходов. Семиклассник Ярослав Третьяков в отряде «Приоритет» 3-й год. Школьника интересует работа в полиции, и, возможно, в будущем он пополнит ряды сотрудников ГИБДД. Мы разговариваем с водителями, говорим, как нужно водить в опасных ситуациях, допустим, чему надо учить детей и что следует не забывать, допустим, не ехать в нетрезвом виде. Отряд «Приоритет» существует в школе номер 1 5-й год. В него входят ученики с 4 по 11 класс. Ребята проводят тематические занятия с младшими школьниками, регулярно участвуют в совместных с ГИБДД рейдах для пешеходов и водителей. Влияние детей на взрослых сказывается положительно. Взрослые по-другому смотрят на эту ситуацию. И когда им говорят дети о том, что мы дети, мы на дороге, и бываем тоже невнимательны, они как-то к этому серьезнее относятся и как-то более дисциплинированнее себя ведут. Автомобилисты, как правило, реагируют доброжелательно, общаются со школьниками и принимают листовки с напоминаниями о правилах дорожного движения. Спасибо, очень приятно вообще-то, да, молодежь. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вода в промышленную часть города Сосногорска, 5-6 микрорайон, у нас подается с водозабора Котыдветь. Скважины артезианские поднимают воду, и поступает вода в резервуар. Резервуар наполняется для достаточного объема и идет по распределительной сети в город. Чтобы было давление в сети достаточное, да, и на 5-й этаж вода доходила, и хороший был поток из крана, есть подающие насосы, то есть они давят воду в сеть. Сейчас у нас вышла из строя артезианская скважина, которая подает, очень большая у нее производительность, 160 метров кубических в час, и резервуар не успевает наполняться. То есть, когда люди приходят домой вечером с работы или утром собираются, идет очень большой расход воды, резервуар опустошается, и до конечных точек, то есть 5-й микрорайон, может остаться вообще без воды. Мы приняли такое решение волевое – отключать насос, который давит на сеть. То есть давление в сети будет уменьшаться. Вода в трубах будет, очень слабое давление. То есть пока мы не наладим артезианский насос, не установим в скважину, будет такая ситуация. Насос мы уже приобрели, оплатили, но поставщик сказал, что транспортировка, отгрузка может затянуться до 10 дней. Попросили, сказали, что у нас очень такая аварийная ситуация, аховая. Знаете, как это, когда не придет беда, в свой дом, никто тебе ничего не скажет. А здесь люди, у них тоже своя логистика, свое заполнение, транспортные расходы и все остальное. Будем надеяться, что за 5 дней все нам отгрузят, привезут, на следующей неделе сделаем, и все наладится. Отключение этого давления будем проводить максимально короткий срок, постараемся. Днем, пока люди на работе, планируем где-то с 12 до 4, может быть, посмотрим по наполняемости резервуара, сроки эти немножко сократим, и в ночное время, чтобы утром мы встали, и вода хотя бы была с нормальным давлением, у кого есть колонки, чтобы колонки зажигались.